Добрый день или вечер. Меня зовут Завьялов Борис Михайлович, и сегодня я буду говорить о Мерабе Константиновиче Мамардашвили. Тема выступления будет звучать так. Мераб Мамардашвили – несоветский философ в советскую эпоху. Жан-Пьер Вернан, французский историк, эллинист, называл его грузинским Сократом. Это, пожалуй, одно из самых точных определений философа Мераба Константиновича Мамардашвили. Он не провозглашал философские истины, а делал явную работу мысли, инициировал ее усилия, как это делал Сократ. А еще он не побоялся встречи философа с площадью, когда Грузия бурлила в конце 80-х годов прошлого века, и вел в этой ситуации себя достойно, как это требует живая философия, которая есть страсть, есть поступок и есть призвание. Обратимся к жизненному пути Мераба Мамардашвили. Он родился в селе Гори, Грузинская ССР, 15 сентября 1930 года. В 1949 году закончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на философский факультет Московского государственного университета. Как он позже признается, не было ни одного человека, который мог бы научить меня там чему-нибудь, что я хотел знать. И мне пришлось учиться самому. Так что я сам выучил английский, немецкий, а позже французский и проводил большую часть времени за чтением в библиотеках. Его вела страсть. Страсть вернуть себя в предложенных обстоятельствах позднего сталинизма. Что означало, как он писал, накладывать отпечаток себя на свою мысль, на свои действия, на свое существование. После смерти Сталина на философском факультете МГУ появился ряд неформальных групп, которые сыграли важную роль в становлении недогматической исследовательской философии в СССР. Продолжив обучение на философском факультете уже в качестве аспиранта, Мамардашвили стал наряду с Зиновьевым, Грушиным, Щедровицким основателем одного из таких неформальных объединений – Московского логического, а позже методологического кружка. В 1961 году Мераб Константинович защитил кандидатскую диссертацию «Критики гегелевского учения о формах познания». В 1961-66 годах Мераб Константинович работал в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге, имел служебные командировки в Италию, ФРГ, ГДР, на Кипр. Затем последовал отказ в продлении его служебной командировки в Париж, где он, кстати, познакомился с Жаном Полем Сартром и, по-видимому, именно поэтому пытался продлить эту командировку. Но продление командировки отказали, и философ был тут же отозван в Москву, став на несколько лет невыездным. Невыездным по тем временам означало, что для него был закрыт путь за границу. В 1970 году в Тбилиси Мамардашвили защитил докторскую диссертацию «Формы и содержание мышления», а в 1972 году получил звание профессора. Во второй половине 60-х и в 70-х годах Мамардашвили работал в научно-исследовательских институтах Москвы, а также в редакции журнала «Вопросы философии». Он занимал там пост заместителя главного редактора. Но в то же время он читает многочисленные курсы лекций в Москве и других городах Союза. Вот краткий перечень тех курсов лекций, которые читал Мамардашвили. «Проблемы анализа сознания». Читал ее на психологическом факультете МГУ и в других местах. «Введение в философию», «Современная европейская философия XX века», лекции по античной философии. Эти курсы лекций Мамардашвили читал в Институте кинематографии.
Курс философии искусства он прочитал на высших режиссерских курсах. Читал лекции он и в других городах Союза, в Ростове-на-Дону, в Вильнюсе и так далее. Эти курсы лекций записывались на магнитофон, переводились в текст и распространялись среди тех, кто стремился к глубокому и нетривиальному обсуждению философских проблем. Слово Мамардашвили, как явление живой мысли, расширяло пространство свободного философствования. Диалогически ориентированное это слово задавало импульсы для самостоятельной интеллектуальной работы. Эти лекционные курсы, изданные уже после смерти философа, составили большую часть его философского наследия. В 1980-м, с 1980 по 1990-е годы Мамардашвили работает в Институте философии Академии наук Грузинской ССР, одновременно читая курсы лекций в Тбилисском университете и постоянно приезжая в Москву для выступлений на различных площадках. В Тбилисском университете он прочитал знаменитый курс лекций Марселя Пруста, которые уже после смерти Мамардашвили, переведенные в текст, были изданы значительными тиражами. Вот это курс по Марселю Прусту, по его книге «В поисках утраченного времени». В годы перестройки Мамардашвили получил доступ к широкой аудитории, выступал на телевидении, давал интервью для массовых изданий, читал публичные лекции. Часть этих многочисленных выступлений вошла в сборник его работ, изданный под заголовком «Как я понимаю философию» в 1990 году, незадолго до смерти философа. Мераб Константинович скептически относился к заявленной Горбачевым идее реформирования советского социализма, считая более правильным двигаться по пути западных либеральных демократий. Для него было неприемлемым и националистический радикализм. В 1987-1990 годах философ активно участвовал в политической жизни Грузии. Он выступил энергичным критиком Звияда Гамсахурдия, который баллотировался на пост президента Грузии. В одном из своих интервью 1990 года Мамардашвили в частности сказал: «Если мой народ выберет Гамсахурдия, тогда мне придется пойти против собственного народа, в смысле своих взглядов и настроений. Я не хочу в это верить». Умер Мераб Мамардашвили 25 ноября 1990 года от сердечного приступа в терминале аэропорта Внуково, направляясь в Тбилиси. Если обратиться к основным темам философии или философствования Мамардашвили, то прежде всего, чем об этом говорить, надо сказать о том, что он, занимаясь философией, сумел сохранить свою профессиональную независимость от системы советской академической философии. В своих публикациях и выступлениях он не пользовался языком стереотипов диалектического и исторического материализма, то есть той формы марксистско-ленинской философии, которая преподавалась во всех высших учебных заведениях Советского Союза, а также в системе партийного образования, партийной учебы. Но Мамардашвили бесспорно глубоко знал труды Маркса. Более того, он умел творчески их прочитывать и нетривиально интерпретировать. Философская образованность и культура Мамардашвили была самой высокой пробы. Всесторонне он знал тексты как классической, так и неклассической, постклассической философской мысли. Среди классических философов Платон, Декарт, Кант были его любимыми философами. И ему посвятил целый ряд курсов лекций. Эти философы были, по-видимому, любимы для него, потому что каждый из них был связан с поворотом в истории философии, стоял у истоков этого поворота. И, наверное, еще и потому, что их жизненная судьба совпадала с их философским учением, с чем приходится сталкиваться в истории философии нечасто.
И Мамардашвили любил повторять, что философия – это судьба. К философской свободе Мамардашвили относились в советские времена по-разному. Руководители философских институтов с опаской, осторожные коллеги по философскому цеху с недоверием, а то и с завистью. А вот ищущие новые пути в философии и смежных науках коллеги, и особенно студенческая и аспирантская молодежь, по большей части с энтузиазмом. Хочу вспомнить об одном выступлении Мамардашвили, свидетелем которого мне пришлось быть. В главном корпусе Ленинградского университета весной 1974 года проходила конференция по Канту. Один из докладчиков – Мераб Константинович. Заседание проходило в актовом зале университета, и Мамардашвили сидел за столом президиума в свитере и джинсах, а в руках его была знаменитая трубка. Помню, что в ходе своего выступления он делал плавные движения рукой с этой трубкой, как бы в такт своим рассуждениям. При выступлении московского гостя наш философский профессорский легион, что было заметно по выражению лица и шушуканью, был настроен критически. Но большинство же слушателей чеканная логика Мамардашвили увлекла. Докладчик выделил 3 линии в критической философии немецкого мыслителя, проанализировал их и завершил выступление парадоксальным для того времени выводом: «Я не знаю более последовательного материалиста философии, чем Кант». И здесь посыпались вопросы докладчику. В полемику с Мерабом Константиновичем вступил преподаватель нашего факультета Константин Андреевич Сергеев. Он задавал много вопросов, но вот его финальный вопрос был таким: можно ли считать адекватной материалу, предложенную вам, интерпретацию кантовской философии? Да, не раздумывая, ответил Мамардашвили, я так считаю. И вижу в этом необходимый риск исследователя. Так он резюмировал свой ответ на последний финальный вопрос Константина Андреевича Сергеева. Вопросов было много, но Мераб Константинович неторопливо отвечал на каждый из них. Наконец, сопровождающий гостя профессор философского факультета Мария Семеновна Козлова сказала, что на этом следует завершить наш разговор. И несколько человек еще побеседовали с Мамардашвили в коридоре 12 коллегий Ленинградского университета. И на этом встреча с Мамардашвили 1974 года, весной 1974 года завершилась. Какие же темы были в эпицентре философских размышлений Мамардашвили? Во-первых, это тема сознания, историко-культурную определенность которого упорно прояснял философ. В этой связи я отсылаю тех, кто заинтересуется Мамардашвили, к его совместной с Пятигорским работой «Сознание и символ», а также к статьям про сознание, анализ сознания в работах Маркса, о возможном метаописании сознания и другим работам. Следует сказать, что признанием вклада Мамардашвили в разработку темы сознания стало включение его в состав Международного совета по проблеме сознания, созданного под эгидой Государственного комитета по науке и технике СССР в начале 80-х годов. Итак, о сознании. Строя свои размышления о сознании, Мамардашвили не уставал повторять, что сознание – это не отношение к действительности, во всяком случае не только отношение к действительности, а отношение в самой действительности, отношение, которое встроено в действительность. Иначе говоря, мы имеем право на построение определенной онтологии сознания, согласно которой оно то, что располагается вне головы и представляет собой некое поле, соединяющее субъектов действия. Это поле структурируется языком, социальными формами и культурой. Сознание неразрывно связано с артикулированной социальной формой. Деградация социальной формы ведет к деградации сознания. Но одновременно сознание беспричинно. Оно не может быть непосредственно выведено не только из нейронных структур мозга, но и из социальных связей и отношений. Этот особый статус сознания
отчетливо проявляется в моральной мотивации поступка и в свободе. Человек делает моральный выбор не по какой-либо причине, а потому, что он не может иначе. Этот выбор есть утверждение его свободы. Сознание, считал Мамардашвили, необратимо. То есть, осуществляя акт сознания, мы не можем возвратиться в исходное состояние сознания. Например, взрослому человеку невозможно вернуться в непосредственность и яркость детского восприятия. Таким образом, сознание – это всегда возможность еще большего сознания. Сознание – это самовозрастающая реальность. Сознание – это способность отождествлять и различать, способность отстранения от привычного, то есть автоматизма в действии и стереотипов поведения. Любое социально-культурное пространство предполагает узловые сгущения или реперные точки. Это символы культуры. И именно через работу с символами обнаруживает себя сознание. И среди этих символов, пожалуй, важнейшим для самоопределения человека является символ смерти, который широко представлен в мировой человеческой культуре. Вторая важнейшая тема философствования Мамардашвили – это бесспорно человек, его место в природном и социальном универсумах, а главное – его самостроение, его самосозидание. Именно об этом Мамардашвили говорил в своих лекциях о Прусте, которые были изданы под названием «Психологическая топология пути». Об этом он говорил и в своей работе «Проблема человека в философии». Мераб Константинович строит разговор о человеке с позиции фундаментальных философских абстракций. Не сводит свою философскую работу к собиранию воедино результатов конкретных научных исследований человека, его природы и особенностей существования. Человек, по мысли философа, это единственное существо в мире, которое пребывает в состоянии постоянного заново рождения. И в этом смысле это существо, то есть человек, не порождается природой. Человек не рождается, или, вернее сказать, человеком не рождаются, а человеком становятся. Однако это не означает, что он прямой результат воздействия социальных и культурных форм. В человеке, писал Мамардашвили, нельзя причинно вызвать человека. Каждый из нас призван осуществить второе рождение, чтобы состояться в качестве человека, обладающего лицом. Понятие второго рождения Мамардашвили находит в Евангелиях. Именно там второе рождение связывается с духовным рождением человека. В связи с лекциями о Прусте Мамардашвили вводит понятие регистров жизни человека. Первый регистр жизни – это повседневное поверхностное существование на основе навыков и стереотипов, то есть автоматизмов поведения. Этот регистр жизни предполагает непрерывность времени и постоянство повторений. Ко второму регистру жизни, согласно Мамардашвили, относится сознательная жизнь. Это та жизнь, по отношению к которой можно сказать: жить – это значит быть способным стать иным. Время такой жизни прерывисто, вертикально. Мамардашвили часто вспоминает этот термин, часто его произносит. Вертикальное положение человека, вертикальное время. Это время преобразований, время изменений, время обновлений, которое постоянно должен совершать человек. И тут Мамардашвили опять вспоминает знаменитое евангельство «На краткое время свет, и надо идти». Именно в этом втором регистре жизни человек обретает себя в качестве такового, то есть личности, строящей себя в авантюре жизни, утверждая свою субъектность, свободу и свою неповторимость. Но чтобы это случилось, необходимо на жизненном пути не прозевать события. Когда Мамардашвили говорит о событии человека, о событии, которое не должен прозевать человек, он имеет в виду точки поворота в нашей судьбе, точки принятия судьбоносных решений, точки, в которые мы совершаем риск поступка или поступков. А для того,
чтобы увидеть и понять возможность иного для себя, следует совершать и удерживать усилия навстречу этому иному. И надо помнить, что жизнь – это не что иное, как усилие во времени. Это усилие быть и сохранить себя. Особенно важно, когда человек находится в условиях искаженной, изломанной, деградированной социальной формы. Быть готовым к реальной жизни – это значит жить в мире, в котором нет виновников твоих бед и нет награды за какие-то твои достоинства и заслуги. Так мыслил человека Мамардашвили. Как можно определить философию или философствование Мераба Мамардашвили? Ее называют философией личного спасения. Ее называют феноменологией любви, жизни и смерти. Я бы назвал ее философией свободы и зрелости. То есть философией подлинно классической мужской души. Об этой мужской душе Мамардашвили писал так. Это душа, которая способна стоять один на один с миром, сколько бы в нем ни было несчастья, распада, рассеяния, неравенства, несправедливости. Она способна не тыкать пальцем в факты несправедливости или неравенства, или несчастья, не тыкать пальцем в них, как в некоторое алиби, для того, чтобы самому ничего не делать, самому не собираться. Так вот, эта душа способна, вопреки со всему этому, принимать какой-то законченный внутри себя облик, такой, что источники счастья или несчастья перемещаются в саму форму жизни или творчества, которой данный человек или данная душа владеет. Спасибо за внимание.